أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ученые, приверженцы сунны, опора ислама. Люди, не понимающие, какое важное место занимают ученые ислама в деле распространения предписаний Аллаха, Субханаху ва Тааля, и сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, говорят, нет необходимости каких-либо ученых, когда имеется возможность непосредственного обращения к самому благородному Корану. Видно, такие люди не задумываются хотя бы над тем, что если бы просто так было понять значение аятов Корана, то или предыдущих книг, то не было бы необходимости не спосылать пророков и посланников для разъяснения этих аятов. Не понимают они, что высказывание посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это и есть толкование Корана. А труды истинных ученых, в свою очередь, разъясняют это толкование. Не каждый знаток арабского языка может стать ученым. Когда мусульмане говорят ученые ислама, они подразумевают человека, обладающего огромной эрудицией, широким спектром знаний по религиозным наукам, а также по общественным и естественным наукам, что позволяет ему толковать аяты Корана. Естественно, что этот человек не просто кладезь наук, а прежде всего благочестивый мусульманин самого высшего разряда, самого высшего интеллектуального уровня, вероучение которого соответствует учению Ахль-Сунны валь-Джамаат. Такой ученый знает Коран не только наизусть, но и много других тонкостей. К примеру, когда и где и в какой ситуации был ниспослан тот или иной аят, асбаб ан-нузуль. И кроме этого, ученый знает, какое толкование давали ученые, муфассиры, мухаддисы, факихи тому или иному аяту. Пророк Мухаммад, саллаллаху, как его объяснял, а также знает всю цепочку передатчиков хадисов и комментарии к этим хадисам ученых первых 3 поколений.